Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Прокуратура Республики и Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства региона объявляют о проведении республиканского конкурса социальной рекламы «Защитим лес от пожара». Конкурс завершится 25 августа, итоги подведут в конце августа. О целях конкурса и не только расскажет гость студии Андрей Коноплев, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, главный лесничий. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, наши телезрители. Да, в этом году мы проводим совместно с прокуратурой конкурс, направленный как раз для просвещения экологических проблем и в первую очередь вовлечения детей, подростков именно к бережному отношению как к природе, так и к лесу, и чтобы понятие о лесных пожарах у детей складывалось верно, и тем самым воспитывая и поднимая новые отношения к природе и культуре, именно общение с лесом и поведение в лесу. В целях недопущения в будущем неосторожного обращения с огнем как в лесу, так и на приусадебных участках в будущем. Ведь дети, они у нас как контролеры, если ребенок вовлекся в эту тему, да, либо вопрос, он никогда не позволит старшему поколению нарушать уже те требования, которые он воспитает в себе. И вот эта данная программа, данный конкурс, он позволяет как раз к этому привести молодое поколение. Скажите, а какова на сегодня ситуация с лесными пожарами? Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день, она складывается сложная. Это заметно невооруженным взглядом, но если сравнивать ее с ситуацией прошлого года, то в принципе республика на порядок снизила и количество пожаров, и площади, которые на сегодняшний день пройдены огнем. Если вдаваться в статистику, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 473 лесных пожара, а за аналогичный период прошлого года на данную дату уже было свыше 1200 лесных пожаров. На сегодняшний день площадь, пройденная огнем, порядка 300 тысяч гектар, когда в прошлом году на эту дату уже было свыше 3 миллионов гектар. Но ситуация остается сложной не только с лесными пожарами, но и с погодными условиями. Все заметили, да, что у нас тенденция пошла, что примерно в конце июля, в августе стоит сильный антициклон с повышенными температурами в центральной части. Также на юге и на юге-востоке республики у нас зачастую, начиная с конца июня, весь июль повышенная грозовая активность, что в свою очередь вызывает лесные пожары на труднодоступных и удаленных территориях в горной местности, по которым принимать меры по тушению либо опасно для здоровья тех же парашютистов наших, то есть это горная местность, превышение высот около 2000 метров. Данные пожары рассматриваются комиссией КЧС и приостанавливаются. Но приостановка пожара не значит его ликвидация, то есть он продолжает действовать. А так как отсутствует продолжительное время осадки, повышенные температуры, постоянный прогрев, то есть эти пожары, они на самом деле развиваются. И в итоге мы имеем и шлейф дыма, да, который накрывает населенные пункты, ну и опасность того, что пожары, может, развившись, могут прийти в какие-то отдаленные села и деревни. Ну, действительно, большинство пожаров у нас в республике происходит по причине сухих гроз, но ведь с незапамятных времен было, что множество возгораний также происходит и по вине человека. Как в этом случае надо работать, проводить профилактику среди населения? На сегодня, скажем так, в этом пожароопасном сезоне немножко перестроена работа как органа исполнительной власти, так и на местах, в лесничествах. Я думаю, что своевременно вводились режимы необходимые, это чрезвычайные ситуации, которые подразумевают ряд ограничительных мер для населения, для лесопользователей. Это, в частности, запрет на использование открытого огня, сжигание порубочных остатков,
Сейчас рассматривается введение ограничения пребывания граждан в лесах в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией. Хочу отметить, что в связи с лесными пожарами в Хабаровском крае и как раз на юге и на юге-востоке Республики Саха-Якутия введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Это говорит, что на сегодняшний день за данной ситуацией усилен контроль не только со стороны республики, но и на федеральном уровне. Для ликвидации чрезвычайной ситуации сейчас со стороны республики принимаются меры по дополнительному привлечению сил соседних регионов, то есть не просто людей, это приглашаются профессионалы с тех субъектов, где горимость поменьше, то есть мы приглашаем парашютно-десантную пожарную службу. На сегодняшний день у нас работают с Хабаровска, с Бурятии, с Читы, с Амурской области, федералы, которые у нас здесь в Якутске базировались. Вчера отправлено обращение по дополнительному наращиванию сил за счет красноярской группировки, дополнительных сил с Бурятии и Амурской области, порядка 100 человек. Заявки ушли, сегодня это все будет рассмотрено, и как только люди будут готовы, мы их готовы будем сюда передислоцировать и распределить по пожарам. В общем, хотел бы отметить, что в связи с увеличением финансирования на этот год у нас своя группировка увеличена. В этом году группировка лесопожарных формирований составляет 1119 человек. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Но также нам и увеличили охраняемую зону, то есть ту зону контроля, в которой возможна приостановка лесных пожаров, в этом году на 10 миллионов меньше. Соответственно, обслуживаемая территория у нас в этом году уже составляет 50 миллионов гектар. Это приличная территория, но в площадях республики общий лесной фонд составляет 254 миллиона, мы обслуживаем 50 миллионов. То есть в наших площадях пропорционально, да, оно выглядит, что мы обслуживаем всего лишь 1/5 часть. Если сравнивать с соседними субъектами, то у нас охраняемая территория больше в 2-3 раза, чем у наших соседей. Соответственно, здесь сложности есть в связи с отсутствием инфраструктуры дорожной, развитой сети аэропортов, в которых можно осуществлять дозаправку и стоянку вертолетов для постоянного базирования. Вот с этим проблемы у нас на сегодняшний день остаются. Вот буквально недавно вышел указ президента о том, чтобы ставится задача перед всеми субъектами Российской Федерации о сокращении площадей, пройденных пожарами. Соответственно, для этого зоны контроля и в будущем будут постоянно сокращаться, обслуживаемая территория будет увеличиваться. Обещают, что и финансирование на это будет также увеличиваться, но здесь трудности, что у нас отсутствуют профессионалы. То есть для этого нельзя, скажем так, одномоментно прийти к такому состоянию, чтобы обслуживать всю территорию республики. То есть данная работа должна вестись поэтапно. Поэтапно должно доводиться финансирование, так как требуется, во-первых, обучение людей, строительство новых авиаотделений и лесопожарных станций, набор в штат самих лесных пожарных, обучить их, летчиков-наблюдателей, увеличить штат. И проблема еще стоит, так как будет увеличена площадь, увеличивается и количество воздушных судов, которое будет задействовано на обслуживание. А судов зачастую не хватает, так как у нас на один вертолет и санзадания идут, и тушение лесных пожаров, и ликвидация ЧС, к примеру, связанная с паводками, ситуациями. То есть тут вопрос, он комплексный, и он системный, то есть он решаться должен не только со стороны лесного хозяйства, а вообще как с авиастроением. То есть задача увеличить и обновить авиапарк воздушных судов, чтобы могли реагировать своевременно. Скажите, а вот в период июля-августа что делать обычным гражданским людям, которые любят сходить в лес, пособирать ягоды, грибы? Вот в режиме чрезвычайной ситуации вообще нельзя посещать леса или делать это как-то осторожно? Но
Начнем с того, что ограничение пребывания в лесах накладывается именно органам исполнительной власти с указанием тех кварталов, где введен полный запрет. В первую очередь это, конечно, лесопромышленные, лесохозяйственные районы с ценными именно лесами. Это первоочередно. Второе, мы не ограничиваем пребывание граждан в местах общественного, скажем так, скопления, куда люди традиционно привыкли ходить. То есть это на берегах рек есть такие места с оборудованными местами для разведения костров. Но вот тут вопрос о кострах как раз стоит очень жестко. В режим чрезвычайных ситуаций особо противопожарный режим, и в период ограничения пребывания необходимо исключить использование открытого огня, и в том числе даже приготовление шашлыка на углях. И в завершение нашей с вами беседы, в начале пожароопасного периода средства массовой информации очень много говорили о работе самолета-зондировщика. Какая работа уже была проведена и появится ли у нас в республике подобный зондировщик? Тут этот вопрос, если рассматривать в юридической плоскости, есть некоторые нюансы. Да, самолет такой, он эффективен, если правильно его использовать. На сегодняшний день на территории республики работает два зондировщика. Один зондировщик — это ФБУ «Авиалесоохрана», который оказывает воздействие на ресурсную облачность непосредственно в районах, где действуют и бушуют лесные пожары. Это так называемая косвенная мера на тушение лесного пожара. Вот здесь вот юридический как раз аспект и, скажем так, появляется, что тушение лесных пожаров методом искусственного вызывания осадков — это федеральные полномочия. Соответственно, Республика Саха-Якутия может иметь свой зондировщик, но он будет направлен не на тушение, а на борьбу с засухой. Вот, всего лишь, ну, скажем так, небольшой нюанс, но действительно в документах юридически это очень серьезный вопрос. И республика выходила с этим вопросом на федеральный уровень. И на сегодняшний день республике поручено до осени провести так называемый эксперимент, чтобы оценить эффективность использования воздушных судов вот с этими установками «Циклон» и, ну, для вызывания искусственных осадков с целью снижения класса пожарной опасности. Но на сегодняшний день вся работа зависит от именно наличия ресурсной облачности. Как я вам сказал, что у республики сейчас стоит крупный устоявшийся антициклон, он в свою очередь не дает этой облачности пробиться именно вот в центральной части. И вот эти последнюю неделю мы никак не можем отработать зондировщиком по Усьмайскому району в связи с отсутствием этой облачности. То есть они стоят наготове, и при наличии, скажем так, условий метеорологических они готовы вылететь и отработать, то есть провести воздействие. Что касается начала пожароопасного сезона, когда работал зондировщик именно в рамках снижения класса пожарной опасности, он, видно, что дал свой результат. У нас каждую весну в республике была проблема с сельхозпалами неконтролируемыми, да, то есть когда люди по своей традиции или, не знаю, или своей глупости выжигали земли сельхозназначения, которые никто ранее не тушил, да, и они со временем, развиваясь, переходили в лесной фонд и устраивали в этих местах лесные пожары. Благодаря усиленной работе оперативного штаба, именно работе с органами местного самоуправления, полном запрете сельхозвыжигания, мы со своей стороны перенесли наше государственное задание, выполняет, которое Якутлесресурс по проведению профилактических выжиганий специально на осень, чтобы не провоцировать ни местное население, то есть, ну, чтобы люди не смотрели, говорили, вот им можно жечь, а мне нельзя. Ну, чтобы такого не случалось, мы перенесли это на третий квартал. Соответственно, проблем с сельхозвыжиганиями было гораздо меньше, ландшафтных пожаров было гораздо меньше, и плюс работал зондировщик, то есть он постоянно увлажнял, и мы проработали от сухой травы до выхода уже так называемой зеленки, да, то есть когда
трава уже новая пошла, и мы сократили, скажем так, причины возникновения лесных пожаров, именно связанных с переходом из земель иных категорий. То есть вот здесь вот зонировщик как раз свою эффективность показал, что эффект от него есть. Благодарю вас, Андрей Николаевич, за интересную содержательную беседу. Как знать, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.